Церковь Николая Чудотворца в Поставах построена в 1829 году. Из-за своей величины и величавости горожане называют его собором. Он вмещает более 1000 человек. Кстати, Поставский храм – один из немногих, который никогда не закрывался. Во времена гонений на церковь в начале 20-х годов даже католики из соседнего костела, в котором располагалось производство, хранили здесь свои иконы. Тогда в Поставском районе, как нигде в Беларуси, было больше всего действующих храмов. Последний Ленин. Памятник вождю мирового пролетариата в Поставах, как утверждают местные краеведы, действительно последний на постсоветском пространстве. Его установили в ночь путча переворота 19 августа 1991 года, когда на коммунистическом прошлом ставили крест. Так, по иронии судьбы, на небольшой площади маленького городка долгие годы совмещается несовместимое – символы атеизма и веры. Когда из Постав ушли военные, горожанам как бы нечем стало заниматься. Крупных промышленных производств не было. Но выход из этой непростой ситуации нашли сами, уже бывшие офицеры. Что же стоит за дверью? Технология производства проста, но само производство высокотехнологично и идет в ногу с последними тенденциями, если так можно выразиться, большой дверной моды. Поставское производство вспоминают. Чаще добрым словом на самом высоком уровне. Мол, всем надо бы равняться под их стандарт развития. Когда Поставы, как говорят, лежали, поднимать город взялись трое бывших военных. В каких-то старых гаражах стали делать двери, затем солидно разрослись, и производство переместилось в пустующие казармы 6-го военного городка. Все начинается вот с таких брусков, которые склеиваются в большое полотно. Человек только придумывает форму, а дальше дело техники. Вот эта умная машина может воплотить в жизнь самые смелые идеи дизайнеров. Двери бывают разные. Светлые, темные, яркие. Ну что ж, наводим глянец. Последний штрих – покраска лаком. Сегодня, по сути, это градообразующее предприятие. Здесь работает более 1000 человек. В цехах много женщин, поэтому у безработицы в Поставах уже не чисто женское лицо. Поставы прорубили двери в Европу. И не только в Европу. Продукция предприятия поставляется в десятки стран мира и пользуется большим спросом. Более 80% белорусских дверей идет на экспорт. Говорят, в Москве наши двери даже подделывают. У каждого белорусского города свое неповторимое лицо. У Постав это Тизенгаузы. В городе выпускают сыр и пекут хлеб под этим брендом. Но 4 года назад в Поставах изобрели свой фирменный турпродукт – языческого персонажа Зюзю. Зюзя! Тетка Завея приехала! Сустракай гостей! В дохристианские времена, самой холодной порой года, заведовал Зюзя. Якобы его позднее то ли переименовали, то ли переманили Санта-Клаусы и Деды Морозы. Зюзя – дух зимы.
а легенд и сказаний о нем существует великое множество. Знянацку наляцелі. Увогуле, у народзе Зюзя гэта адно з назваў свінні. Таму казалі напіцца як Зюзя, паваліцца ў лужу, качацца як Зюзя, як свінка. Это другое просто значэнне гэтага слова. А тут я вам скажу, чаму я гэтак доўга жыву. Таму што ніколі не п'ю. П'ю только сок бярозавы. Ось завея не даст маніць. Чай и хорошую крыничную водицу. Зюзя Позерский и Дед Мороз Беловежский говорят не конкуренты. Удаленность друг от друга позволяет им вести свои дела, кое-где и бизнес, самостоятельно. Как и у Деда Мороза, у Зюзи есть своя избушка в одном из зданий детского лагеря, где теперь находится его поместье. Имеется и свита, ледовик, лисунок и чур. На сегодняшний день Зюзя запатентован как торговый знак, и поэтому дальнейшее использование, конечно, Зюзя, название Зюзя, имени Зюзя может быть только с нашего разрешения. Лилия Родионовна о Зюзе наверняка слыхала, но за 4 года его проживания в Поставах героем ее работ он пока не стал. В планах местной рукодельницы до конца года пошить 20 подушек. Это при том, что 115 уже за плечами. Теперь работы Зарецкой есть в Венесуэле, Прибалтике и России. Но для нее сошелся клином белый свет на поставщине. Литва граница, Браславский, Гродненская область, это Минская область, там Докшицкий, Глубоцкий, Шарковский, это все границы. Вот. Видите, я вышла, вот. У Беларусь моя Шипшина, Владимир Дубовка, уроженец вёски Огородники нашего района. Ну вот и Бозерка, може, обозначу якое. Тут, може, ще дорожка, може, в общем, у меня ж есть такая карта.